Щелкунчик, он отлично умеет щелкать орехи. Принц, услышав, как Щелкунчик весело щелкает орешки в зубах, на минуту оставил свой оловянный эскадрон, но при виде забавного человечка с огромной челюстью мальчик расхохотался. Фу, он уродлив. Перестань! Дай сюда! Принц, оставь в покое свою сестру. Не расстраивайся, дорогая. Давай я выложу тебе сказку и заодно расскажу тебе яркую историю о оловянном Щелкунчике. И рассказала няня девочке историю Щелкунчика. Давным-давно с одним принцем произошла беда. В день его коронации на королевство напало войско злого и беспощадного мышиного короля, который долгие годы пытался занять его место. В ходе битвы юноша был тяжело ранен, и дабы спасти его, фея обратила его в деревянную куклу. И с тех пор ходят слухи, что Щелкунчик – это и есть тот самый принц. Вдруг, когда на часах пробило 15 часов, в комнате стали происходить настоящие чудеса. Игрушки стали оживать.
тебе надо? Ты, ставший кончиком, ты не даешь мне спокойно жить? Да, никогда не дам, даже не надейся. Из-за шума в комнате Мари просыпается. Она не могла поверить своим глазам. Вокруг был бардак, как будто понеслась буря. А ее щелкунчик был жив и прямо сейчас бился не на жизнь, а на смерть. Не задумываясь, девочка бросилась спасать его. Мышиный король, заметив ее, воспользовался тростью и уменьшил Мари. Что со мной произошло? Почему все так стало таким большим? Это все мышиный король, во всем виноват он. Он хочет захватить волшебный мир, надо его остановить, пока он не разрушил волшебный мир. Тебе нужно остаться здесь в безопасности. Не думай, что он сюда вернется еще раз. Постой, я не отпущу тебя от него. Ладно, идем, он не будет. И они отправились в волшебный мир, чтобы защитить ее от нападения мышиного короля. Первое место, куда они пришли, были ворота, охраняемые доброй феей и ее помощниками. Добро пожаловать. Что вам нужно от меня? Разрешите пройти, у нас важная миссия. Чик, это ты? Я так рада тебя видеть. К сожалению, у меня плохие новости. Мышиный король хочет захватить все 4 королевства. Мне очень жаль. О боже, это ужасно. Да, я в курсе. Спасибо, Фея. Идем. Удачи вам! Наши герои продолжили свое путешествие по сказочной стране. Королевство, в которое они прибыли, было наполнено изобилием сладостей. Дороги из нуги, сахарные деревья, лимонадные реки, огибающие пряничное село. Наши герои пересекают Розовое озеро и попадают в столицу, над которой возвышается марципановый замок.
Здравствуйте, Ваше Величество. Все захвачены. Что, какие захвачены? Вы не видите, у нас все хорошо. Видимо, да. А если бы вы не видите здесь, соседнее королевство? Вы не хотите перед другом? Устали? Там что? Нет, спасибо за беспокойство. Не принимаю отказов. Перекусите потом. Как любезно, спасибо. Щелкунчик и Мари вновь двинулись в путь в надежде, что мышиный король еще не захватил другие города. Следующее королевство, в которое они прибыли, было цветочным. Прекрасные пионы, элегантные розы, яркие тюльпаны наполняли улицы этого города. Вокруг все было настолько красочным, что глаза разбегались от яркой палитры цветов. Приветствую вас, Елена. Что вас привело к нам? Мы идем спасать королевство, захваченное мышиным королем. Вы что-нибудь о нем слышали? Беда, беда, на нас напали! Ваше Величество, помогите, пожалуйста. Мышиный король захватил наш город. Нам нужно придумать план. Щелкунчик собрал свою армию. Цветочный король предоставил снаряжение. После того, как все было готово, они начали операцию по спасению Снежного королевства. Прибыв в город, они ужаснулись происходящим, поскольку вокруг царил полный хаос.
Благодарность мы хотим тебе дать по одной коллеге. Неужели все это было сном? Ну, Господи. Спайся, милая, к нам пришли гости. В такую рань? Кто пришел? Увидишь. Познакомься, дорогая, это принц Эрнст Гофман. Вы мне кого-то напоминаете. Ты узнала меня, Мария? Это я, Щелкунчик. Эта сказка наполнена тайной, ожиданием и предзнаменованием чуда. За самым